Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вас скоро по-настоящему удивит, что вас по-настоящему порадует. Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте, пожалуйста, свой срок, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Весы, равновесие, баланс, восстановление правды, справедливости, либо какое-то очень справедливое решение. Буквально вот в корне рисунка показаны весы в правильном положении. И показано, что на одной чаше весов, здесь какие-то люди не очень приятной наружности, а на другой чаше весов стоите вы с крылышками. Решение в вашу сторону. Один против всех, но правда, либо победа будет за вами. Вот справедливое решение относительно вас. У вас прям крылья за спиной. Крылья — это легкость, крылья — это победа. Крылья взять верх в тяжелой ситуации над очень такими тяжелыми обстоятельствами, победить. Это то, что вас ждет. Если у вас какие-то есть разборки, закон, суды, там правоохранительные всякие организации, либо где-то с вами несправедливо поступили, закон будет на вашей стороне, и справедливости вы добьетесь. Возможно, уже какое-то решение вот прям разрабатывается, принимается, либо в ближайшие дни такое решение будет и принято, и вам озвучено. У вас прям крылья вырастают. Дальше показывают мужчину, который женщину радует и удивляет подарком. Подарок в руках держите, глазам своим не верите. Может быть, это то, что вы хотели, то, о чем вы мечтали. Может быть, это даже нечто лучше, чем вы хотели и мечтали. Но вот я вижу, что женщина именно от мужчины получает. Мужчина ваш, любимый, дорогой. Мужчина, который является вашим родственником, либо сыном, внуком, может быть, там, братом, отцом. И также мужчина, который действительно испытывает к вам самые светлые, добрые, положительные чувства. Это с левой стороны. Вы очень удивлены, вы очень рады. И этот подарок, он прям в сердце вам попадает. Какая-то прям прелесть, да, вы смотрите, налюбоваться не можете. Этот подарок вас очень порадует и, возможно, станет вашим любимым подарком, вашей любимой вещью. Мужчинка тут молодец, постарался, и всем бы такого мужчину, и чтобы такие мужчины у каждой женщины были и радовали, дарили такие подарки. Дальше, мои хорошие, вот здесь вас очень сильно удивит. Вот как везение, наверное, да, везение ни с того ни с сего, либо в самую сложную секунду, минуту вашей жизни, в каких-то сложных обстоятельствах. Вам действительно повезет, повезет по-крупному, так что вы прям ходите, сами себя пощипываете и думаете, неужели это правда, может это сон, неужели это правда, неужели это со мной случилось, неужели мне так сильно повезло. В какой-то веке, да, вот вижу, что и клевер, и подкова, и еще у вас знак бесконечности. Вот такие символы, которые четко отвечают за везение, за удачу. И все это как комбо, да, в один момент происходит. А вы в каком-то состоянии, когда у вас плечи вот опущены, голова немножко опущена, то есть вам тяжело. Вам тяжело. И происходит вот такое вот везение. К этому нельзя подготовиться, это нельзя призвать, привлечь. Тут, знаете, как перст судьбы. Вот судьба на вас указала, либо высшие силы указали, и вот вам повезло. Может, вы мысленно в минуту отчаяния попросите высшие силы, либо к ангелу-хранителю обратитесь, и вот случится то, что случится. Как по мне, так это какое-то королевское везение, царское везение, не знаю, как правильно назвать. Дальше, мои хорошие.
Вас очень сильно удивит звонок. Звонок от человека, с кем вы прям конкретно давно не виделись. Вы могли не видеться как несколько месяцев, так и несколько лет. И этот человечек, да, сделает вам звонок. У вас состоится разговор, причем разговор такой, знаете, максимально положительный, обнадеживающий. И даже какой-то вот прям откровенно честный разговор состоится. Вы вот трубочку положите и, знаете, вот почувствуете, что в груди у вас тепло. Может, вы считали, что отношения навсегда прервались, либо вы больше никогда не пообщаетесь. Может, у вас какие-то вопросы были, либо вы, в принципе, не понимали, куда человек делся. Может, вы сокрушались, что мало ли там с человеком что-то такое непоправимое случилось. А тут такой вот звоночек, звоночек счастья, радости и надежды мне идет. Поговорите, успокоитесь, и вам очень-очень хорошо будет. Дальше вас очень удивит момент, когда вы про себя какую-то правду узнаете. Даже не просто про себя, про какие-то свои дела правду узнаете. То есть я вижу, что вы очень стараетесь, я вижу, что вы над чем-то работаете, во что-то вкладываетесь. А результат у вас, ну, извините, никакой. Да? Результат вас не радует. И вы не понимаете, вы вините себя, вы думаете, что, наверное, там, у меня таланта нет, у меня нет способностей, либо ничего-то мне не хватает. Да? Вот как-то себя обвиняете, но есть скрытая правда, и эта правда ужасна, и вы ее узнаете. Вы тут ни при чем. Вы тут ни при чем. Либо это козни каких-то злых людей, либо это какая-то фатальная ошибка произошла, либо это что-то другое. Но вы тут ни при чем. Вот все, что вы делали идеально, правильно, точно, четко, выкладывались на все 100. Больше, да, мне похоже на какую-то ошибку, несовершенность какой-то системы, и просто вот не повезло. Когда-то вам просто не повезло, и из-за этого, вот так все случилось. Что интересно, вы когда правду узнаете, вы, конечно, ахнете. С другой стороны, вы очень удивитесь. А с третьей стороны, я вижу, что у вас появится возможность все это переиграть, да? Изменить текущее положение дел. То есть, наконец-таки, прервать вот эту вот несправедливость, да, либо прервать вот это негативное состояние, в котором вы оказались. Вот. Конечно, вы этим воспользуетесь, конечно, вы будете довольны. Вообще мне показано, что вы мечом рубите. Да? Может, пойдете с кем-то разбираться, либо доказывать свою правду, потому что мечи — это слова, это мысли, это разговоры. И вы мастерски орудуете этим мечом, значит, все у вас получится. Наконец-таки, мои хорошие, вы как будто бы из какого-то, не знаю, теневого бана выходите. Потому что все делали хорошо и правильно, а отдачи не было, да, либо отдача была настолько минимальная, что вот прям до слез обидно было. Я так много вкладываюсь, я так много стараюсь и работаю, а ничего взамен не получаю. Вот не замечали вашу работу, не замечали вашу деятельность. Причина раскроется. Причина либо ошибка, либо какое-то вот неправильное принятие, восприятие, как попали не в то время, не в тот час, и как попали под раздачу еще мне идет. Да? Вас как будто бы с какими-то людьми могли спутать, либо с каким-то конкретным человеком могли спутать. А может быть, кто-то свои косяки на вас перекинул. Вот что-то мне такое идет. Работа, бизнес, творчество. Вы все разные. Но главное, что правда откроется, и главное, что вы все можете изменить. Дальше, мои хорошие. Здесь у какого-то человека по поводу вас повязка с глаз упадет. Повязка. Либо человек был обманут по поводу вас, либо человек по поводу вас очень сильно заблуждался. И повязка спала. И человек такой: о боже, что же я наделал, да, либо что же я наделала. Это между женщиной и женщиной, либо между мужчиной и мужчиной. То есть, возможно, это вы и ваш руководитель, да? Вы и кто-то из ваших родственников. Вы и, не знаю, там, соседка, допустим, либо сосед. А в любом случае человек чувствует себя максимально виноватым и максимально неправым. И этот человек, если он сильный человек, он признается, да, подойдет и скажет: вот извини, дурачком был, либо сглупила, да, бывает такое. Признается и попросит прощения. Если человек слабый, то человек будет
как-то менять свое отношение и вот как-то с добром. Не признает своих ошибок, но с добром начнет к вам относиться. По-доброму, с добром, как-то вот выделяет вас. Ну, все люди разные. Кто-то слабее, кто-то сильнее. Главное, что поменяется в корне отношения и восприятие вас. Ну и, конечно же, вы это увидите, заметите. Дальше, мои хорошие, показано, что вы... Знаете, показано, что вы в кого-то бумеранг запускаете. Причем запускаете как-то неожиданно резко, и бумеранг буквально на ваших глазах человека попадает. Возможно, кто-то вас будет дразнить, либо кто-то будет делать вам нервы. А вы так и скажете, что не занимайся вот этой всей безобразной деятельностью, иначе получишь. Человек посмеется и тут же получит. Да? Тут же что-то с этим человеком произойдет. Тут такой переполох показан. Тут показано, что вы сами в шоке, да, вы, может, просто пошутили, да, либо сказали, как вот в голову пришло. А люди какие-то еще рядом будут тоже, знаете, такие перепуганные. А тот, кто бумеранг получит, ну, кару свою получит, там у человека буквально на лице такой ужас. И этот человек, ну, действительно поверит, сам себя убедит в том, что вы какой-то магией обладаете, что вы можете, ну, буквально там людей проклинать. Ну, понятно, что не хочет думать, что он виноват, либо она виновата. Подумать, что это вы, ну, как проклятие наложили, и тут же вот человек там травмировался, либо у человека что-то случилось, там сломалось, разбилось, упал, подскользнулся, да, вот как-то так мне идет. И этот человек, знаете, вот мне идет каким-то вашим почитателем станет, либо поклонником, ну, буквально там будет за вами ходить, просить, чтобы вы научили, там, поделились там секретами магии, да, как это сделать. Я тоже так хочу, как ты. Я тебя очень уважаю, там, прости за прошлое. А вот как признает вас гуру, вот. А люди, которые свидетели, очень долго еще будут шептаться по поводу вас, по поводу того, что вы можете там, ну, проклясть человека, да, либо что-то сделать такое, что вот буквально сразу же моментальная карма прилетает, да, моментально бумеранг прилетает. Так что за вами еще вот слава пойдет, что вы такая великая колдунья, либо великий колдун, что с вами шутить нельзя, что с вами нужно как-то максимально деликатно, по-хорошему, по-доброму. Но вы не против, да, вы не против таких разговоров. Меньше дураков будет к вам приставать, и меньше будет каких-то, ну, наглецов, да, которые пытаются вам подпортить жизнь. Да, долго разговоры будут ходить, вот серьезно вам говорю. Даже люди, которые вас не знают, тоже будут о вас слышать. Хороший такой для вас знак. Особенно, чтобы вас никто не трогал. Дальше. Я вижу, что выбор падает на вас, но тут такой выбор, знаете, неоднозначный. С одной стороны, да, вы выигрываете, вас выбирают, но с другой стороны, вам придется, наверное, как-то побольше работать, либо побольше вкладываться, либо какую-то обязанность на себя взять. С одной стороны, да, плюс радость от того, что вы победили, а с другой стороны, у вас... Ну, как у человека ответственного, порядочного, очень много вопросов в голове, что надо соответствовать, надо и то, и это, и пятое, и десятое, как больше обязанностей появляется. Возможно, вы претендовали на какую-то должность, и вы ее получите. Возможно, вы участвовали в каких-то конкурсах, соревнованиях, и да, как бы выбор пойдет на вас, вас выбирают. Ну, и ответственность, и радость, вот как бы два в одном. А может, это все в вашей голове, да, то, что вы себе придумали, что нужно соответствовать, что нужно теперь стараться, нужно там больше вкладываться. Это, да, возможно, вы сами себе придумали. Дальше. Прекратится конфликт между мужчиной и женщиной. Причем тут как-то деньги помогают. Не знаю, мужчина заработает деньги, принесет домой, жена его простит. Ну, как, знаете, самый такой банальный, да, ответ, который напрашивается. Ну, может быть, что-то и другое. Может быть, мужчина эти деньги должен был женщине, и он долго не отдавал, из-за этого у вас был конфликт. А теперь мужчина принесет деньги, женщина такая: окей, принято, я тебя простила. А может быть... Ну, мужчина на что-то растратил семейные деньги, и жена как бы его пилила за это. А теперь он постарался, заработал, принес, и жена его прощает. Вы знаете, у вас отношения настолько сильно хорошо улучшатся, что вы даже вот как-то вместе проводите время, как больше еще как-то сближаетесь, у вас какие-то более доверительные отношения возникают.
Да, деньги помогают мужчине вернуть расположение женщины и выйти вот из конфликтов, из конфликтной ситуации. Дальше. Вас очень сильно порадует, ну вот, не знаю, чей-то домашний питомец. Возможно, это ваш домашний питомец, возможно, это чей-то, да. Вот какая-то, как смешно, да, вот картинка какая-то, вот питомец что-то такое делает, веселит, смешит, может, какие-то команды выполняет, может быть, что-то там начудит, как-то выглядеть будет по-смешному, но поднимет вам настроение. И у кого-то еще отыграется, может, вы на видео это все снимете, там выложите на своей страничке в социальных сетях, и у вас там и подписчиков сразу добавится очень много, и очень много, ну, привлечете, да, к себе внимание именно этим видео. Почему-то мне про видео идет. Может быть, эта ситуация станет стартом вашего пути блогера, да, может, вы об этом и не думали, а тут, ну, оно само собой происходит. И вы удовольствие получаете, снимая своего питомца. И питомец у вас забавный, интересный, такой весь, знаете, как актер, маленький, пушистый актер. И опять же, почему бы и нет? Очень многие люди зарабатывают на том, что они становятся блогерами, там всякие рекламные коллаборации и прочее, прочее. И почему бы и нет? Денежка дополнительная будет идти. Ну, вот интересно показали, именно с домашним питомцем связано. Дальше вас очень сильно удивит человек, который, ну, вам по сути не знаком, может быть, в лицо знаете, но так вот прям конкретно не знакомы. И этот человек очень многое про вас знает. И вы скажете: ничего себе, откуда информация? Вы что? Вы кто такой? Либо вы кто такая? А человек вам и выложит, да, что он давно к вам присматривается, давно вами интересуется, навел там какие-то справочки, либо вообще окажется, что у вас какие-то общие знакомые, причем знакомые очень хорошие. Но этот человек, да, действительно подготовился, прям накопал на вас столько всего и знает вас буквально вот, ну, как самый близкий человек. Очень похоже, что этот человек попробует за вами ухаживать, да, как-то приударить за вами. И тут и интересно, и непонятно. Ну, если вы девушка свободная, либо мужчина свободный, почему бы и не попробовать, да, человек ведь не просто так старался, да. Кто будет узнавать информацию, если человек не нравится, если человек не интересен? Обычно узнают, когда влюбляются, да? Хочется изучить человека, хочется все про человека узнать, что нравится, что не нравится, чтобы там угодить человеку. Ну, вы, конечно, будете тронуты. У вас там куча вопросиков в голове, да, откуда, зачем, немножко страшно, но с другой стороны все-таки приятно. Дальше, мои хорошие, дорога очень веселой будет. Вы куда-то поедете, возможно, это чей-то транспорт, ну, может быть, такси, да, либо Uber, но вы с кем-то едете, то есть вы не одна, вы не один. И дорога будет очень веселой. Может быть, вы, допустим, хорошо проведете время, а потом поедете на машине. А может быть, вы, в принципе, куда-то будете ехать, да, и время будет настолько хорошим, вот вы много будете смеяться. Вот смех, я слышу смех, и эта дорога вам прямо запомнится. Дорога, которая вот вся из смеха состоит, да, смеемся, рассказываем, может, там какие-то анекдоты, либо забавные истории, а может, вам этот водитель будет что-то рассказывать. Но смеяться вы будете много, прям живот даже будет у вас болеть. Дальше, мои хорошие, показано, что рыбка через чью-то голову перепрыгивает и плывет к вам в обход кого-то, через голову кого-то. Деньги, скорее всего. Вы получите деньги, либо деньги придут. Допустим, если мы говорим про работу, то вам могут повысить зарплату, либо дать вам премию, а с какого-то человека снять, либо наоборот, тому человеку не дать, а вам дать. И прямо это как выделить. Если мы говорим про бизнес, то вот чьи-то клиенты перейдут к вам, и у вас денег будет больше, и, конечно, вас это порадует. Ну вот через кого-то перепрыгивает и к вам попадает. Ну, деньги — это хорошо. Много денег еще лучше, да? Это добрый знак для вас. Знак того, что вы все правильно делаете, все хорошо делаете, и вас действительно выделяют. Выделяют. Вы лучше, чем кто-то. И это прям подчеркивается. Конкретно вот красной линией подчеркивается.
Дальше удивит вас человек, который придет вам помогать. Ну, допустим, может, вы не ждете, никого не просите, сами можете справиться. Человек приходит, говорит, а я буду тебе помогать, либо я хочу тебе помогать. А может быть, у вас такая ситуация, что вы о помощи уже попросили, те, кого просили, немножко там отморозились, отказали, и вы уже думаете, ну ладно, как-нибудь сама, да, либо сам. И тут у вас на пороге человек, который говорит, а я буду тебе помогать. А вы такая, а я же не просила тебя. Человек говорит, а мне все равно, я хочу тебе помочь. Вот я слышала, либо я узнала, что тебе нужна помощь, и я хочу тебе помочь. Вот хочешь ты этого или не хочешь, а я буду тебе помогать. Если честно, вы будете тронуты прям до глубины души и скажете, ну надо же, вот как я раньше не обращала внимания на этого человека. Человек ведь действительно добрый, солидарный, открытый. И даже звать не надо, да, человек сам узнал и сам пришел мне помогать. А у кого-то такая история еще с деньгами может произойти, да, возможно, вам потребуется определенная сумма, и вы быстренько постараетесь ее собрать, и ваши вот там прям, кому вы все время помогали, давали в долг, помогали, там, дружили, да, люди скажут, ой, у нас нет, а какой-то человек услышал, приходит и дает вам деньги, хотя вы с этим человеком, например, не близки. Тоже может быть такой момент. Ну, неплохо, очень даже неплохо. Ну и вот в венце показывают еще перо. Перо такое длинное, большое, как, знаете, страусиное перо. И это перо украшает вашу голову, как украшение, да, волосы вы воткнули себе, ну, либо как индеец, может быть, там на повязку надели. И это перо – символ легкости, облегчения. Видите, вот мешок какой-то вы с себя скинули, облегчение в каких-то делах, на работе, на службе, может быть, в бизнесе у кого-то. И вот с этой легкостью у вас ни голова не болит, ни тело не болит. То есть нет забот, нет тревог. Вам хорошо и легко. Это перо вам сама судьба дает. Ну, либо небеса дарят. Потому что вы это заслужили. Придет легкость, придет радость жизни, придет избавление от какого-то вот тяжелого мешка. То есть вам его не нужно дальше на себе тащить, либо за собой тащить. Все, вы его оставляете и идете дальше. У вас перо, вам хорошо, вам легко, вы кайфуете. Очень классный знак. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.